И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. В начале выпуска о кадровых изменениях. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Анзора Гоува от должности министра здравоохранения согласно поданному заявлению. Этим же указом президент назначил министром здравоохранения Тамаза Цахнакия. Специалисты управления государственной статистики отчитались о проделанной в 2016 году работе. Вместе с вице-премьером правительства, министром финансов Дмитрием Сериковым и заместителем руководителя администрации президента Адгуром Лушба обсудили ВВП, различные сельскохозяйственные проекты, прожиточный минимум, систему национальных счетов. Госстатистика признала энергетическую, транспортную, финансово-кредитную и сельскохозяйственную сферы убыточными. Какова средняя заработная плата и каков механический прирост населения в году прошедшем, расскажет Низ Фаршба. Сухие цифры, за которыми скрывается жизнь как отдельного гражданина страны, так и всей республики в целом, озвучивали руководитель управления и начальники подразделений Госстата Абхазии. В 2016 году население республики составило 243 936 человек. Из них более 144 тысяч – трудоспособное население. Однако, по официальным данным, в нашей стране трудится лишь треть из названного числа людей. В прошлом году в Абхазию приехали 402 трудовых мигранта. Убыло 333 человека, 69 осталось. Средняя заработная плата в том же 2016 году немногим превысила 10 тысяч рублей. Есть и максимум – 205 тысяч рублей. Всегда идут сопоставления по уровню жизни с другими государствами. Это очень важный показатель. Уровень жизни населения на одного человека, по данным этого отдела и обследования, в месяц в 2016 году в целом по республике составила 9276 рублей. В сравнении с 2015 годом, в 2015 году было 6976 рублей. Повысились эти показатели на 33%. В 2014 было 6499. Если видно, такой определенный скачок произошел. С чем это было связано? В первую очередь с ростом цен, и основные расходы производились на приобретение продуктов питания. Управлению госстатистики поручено множество проектов, над разработкой которых трудятся специалисты всех 12 подразделений ведомства. Однако есть ряд из них, которые, по мнению Камы Гоги, преждевременны. Взять хотя бы сельхозперепись. Для полноценного запуска проекта необходима кадастровая документация, которая еще не разработана в полном объеме. Вот почему, проработав месяц, специалисты Госстата были вынуждены свернуть деятельность, в том числе и из-за недофинансирования. За 9 месяцев, когда посмотрели отчеты по труду, у нас цифры не совсем радужные были. Более того, очень многие предприятия и организации представили отчеты по труду, где заработная плата была намного ниже минимальной зарплаты, утвержденной постановлением Кабмина. Меньше 5000. И 300 были, и 500, и 600. Мы составили список тех предприятий, которые показывали меньше 5000, переслали налоговой службе министерства. Они поработали в этом плане, и к концу года выровнялись, и у нас получились хорошие показатели. Управление госстатистики изучает уровень жизни населения. Для полноценного исследования необходимы данные о всех слоях населения. По словам Камы Гоги, люди с более низким уровнем жизни идут на контакт лучше. Чего не скажешь о тех, кто побогаче. В этом закрытом списке интервьюеров нет ни одного чиновника. В итоге картина неполная. Вы озвучили сегодня большинство проблем, которые есть в вашей сфере. На мой взгляд, все их решить за один год невозможно. Мы должны установить приоритеты. И, на мой взгляд, наиболее важными приоритетами это все-таки включение в сферу деятельности управления статистики это всех индивидуальных предпринимателей. Если мы эту проблему не решим, мы никогда не будем знать, что происходит в нашей экономике. В 2016 году в нашей стране родились 1768 детей, умерли 1465 человек. Механический прирост составил 303 человека. По данным госстатистики, энергетика, транспорт, финансово-кредитная и сельскохозяйственная сферы республики признаны убыточными. В прошлом году Управление госстатистики Абхазии впервые провело исследование качества рабочего места. Инициатором этой идеи стал главный специалист научно-исследовательского отдела Инал Габлия. В опросе приняли участие
участие 23 сотрудника, которым был предложен тест. Целью данного исследования стала оценка качества рабочей атмосферы в коллективе. Необходимо было решить, какие меры могут повысить эффективность работы всей организации. Результатами исследований руководитель Госстата Абхазии Кама Гогия осталась довольна. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Совет Общественной палаты Республики Абхазия обратился к президенту Раулю Хаджимба с просьбой изыскать возможности для установления с 1 июля персональных пенсий депутатам парламента первого созыва, так называемого «золотого парламента» в размере 50 тысяч рублей, учитывая особую роль и статус парламента первого созыва в самый трудный период до истории нашей страны. И уже есть реакция на это предложение. Депутат парламента первого созыва Владимир Зантаря на своей странице в социальных сетях высказал мнение по этому поводу. Он считает поспешной постановку вопроса о персональных пенсиях депутатам первого парламента Республики Абхазия. Думаю, никто не может отрицать ключевую роль той плеяды политиков в процессе становления нашей государственности. Но сегодня нет реальных возможностей для такого поощрения. Существует множество острых и злободневных социальных вопросов, не позволяющих нам требовать к себе особого внимания, отметил Владимир Зантария. Завтра, 6 июня, состоится заседание Кабинета министров, в повестку дня которого включены 36 вопросов. 11 из них касаются установления размера ассигнований на 2017 год и предельной численности работников Министерства юстиции, образования и науки, по курортам и туризму и других госструктур. На заседании правительства будут рассмотрены и ряд других вопросов. В Абхазии впервые стали выращивать картофель в больших объемах. По мнению специалистов, у фермерских хозяйств в этом вопросе есть перспективы. Об одной такой фирме наш следующий репортаж. Через 10 дней с этих плантаций будут собирать урожай картофеля. Сорт Жуковский был высажен здесь в марте этого года. Картофель, собранный с этих плантаций, будет поступать на внутренний рынок Абхазии. Предусматривается также экспорт. Здесь будет сейчас идеальная картошка, которую через 10 дней сейчас начнем его копать. Вот она уже готова для продажи. Единственное, вот, хороший день. вот, 10 дней у нас будет уже полный сбор. В ноябре прошлого года сотрудники фирмы «Чегем-2016» взяли в аренду у государства около 200 гектаров земли в селе Шашилет Ачамчирского района. Тогда эти поля были заросшие сорняками, колючками и деревьями. За 3 месяца ежедневной кропотливой работы предприниматели, задействовав технику и рабочую силу, очистили до 120 гектаров земли. 25 лет никто ничего не сажал здесь. Поэтому было тяжело, конечно, изначально почистить здесь. Вы представляете, 25 лет никто ничего не делал, не смотрел. Очень тяжело было изначально. Люди сами ручной работой все почистили. 40-50 человек в день работали здесь. Ну, сейчас уже по сравнению с тем, что было, сейчас уже на следующий сезон еще легче будет. Картофель был высажен практически на 25 гектарах земли. 15 гектаров засеяли ранними сортами кукурузы, на которую уже поступило много заказов из России. Раз это появилось, значит, это считай, что 20 дней точно есть. Да. Да. Значит, у 60 дней. 60 дней созревания, значит, через 40 дней мы 40 уже дней, будем да, урожай. должны убирать Да. урожай. Вот этот участок на сегодняшний день реально показывает перспективы развития аграрного сектора Абхазии в области овощеводства. Мы вот почти 10 лет доказывали теоретически, что это возможно, что это нужно. Значит, вот эти частные инвесторы, благодаря вот ребятам, которые здесь работают, смогли объединить усилия и получить вот такой урожай. В данный период, кроме перечисленных культур, предприниматели выращивают и бахчевые. Около 6 сортов арбуза сейчас высаживают с помощью специальной техники. Через несколько месяцев с 20 гектаров ожидается хороший урожай. В планах у сельхозпроизводителей выращивание и других видов овощей, к примеру, баклажанов и кабачков. А что касается картофеля, то никто раньше не рисковал выращивать его в больших объемах. Считалось, что не подходит почва, влияло и отсутствие спецтехники. Между тем, в Ачамчирской МТС уже больше 6 лет в наличии комплексная полевая техника, закупленная на государственные средства. Голландские машины для посадки, поливки и уборки картофеля были закуплены в 2011 году. С тех пор техника не востребована. Это полевое
оборудование для производства картофеля на 50 гектарах. Оно по своим возможностям должно дать до 2000 тонн картофеля. На этом оборудовании должны работать 7-8 человек. Предполагается, что достаточно высокий объем заработной платы должен быть. Подобная техника поможет механизировать посев и сбор урожая картофеля почти на 80%. Экспертное управление администрации президента Республики Абхазия готовит рекомендации и предложения, чтобы создать условия для максимального привлечения инвестиций в аграрный сектор республики. Саид Джарсалия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Министерство образования и науки Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов, желающих поступить в Белгородский государственный технологический университет, БГТУ, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, НГУ, Майкопский государственный технологический университет, МГТУ. Абитуриенты должны явиться в Министерство образования и науки для заполнения анкеты. Обучение проводится на бюджетной основе. Более подробную информацию по направлениям можно получить в Министерстве образования и науки. Прием документов до 30 июня. В российской столице прошел учредительный съезд движения «Послы доброй воли Абхазии». На нем были названы имена людей, которые будут помогать решать социальные проблемы нашей страны. Съезд благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии», прошедший в Большом зале пресс-центра Международного информационного агентства «Россия сегодня», собрал немалое количество человек, в числе которых представители абхазской диаспоры, известные актеры, спортсмены, политики. Послы доброй воли будут работать по направлениям образования, развития молодежных проектов, помощь старшему поколению и другим. Это молодые талантливые люди, среди них много абхазов. И именно они могут послужить примером того, что у каждого есть возможность добиться успеха благодаря четко поставленным целям и трудолюбию. Каждый посол займется своим профильным направлением, в рамках которого и будет осуществлять благотворительные проекты. Первым удостоился медали и звания посла доброй воли дипломат Кантания, который заверил, что приложит все усилия, чтобы создать систему выявления молодежных проектов, нацеленных на воспитание культуры благотворительности. Послами также были названы юные участники съезда, победительница международного вокального проекта Валерия Адлиба и участник программы академических исследований юный ученый Эдгар Гвазава. Он отметил, что одними из главных направлений этого движения будут культура и образование. Одним из главных направлений данного движения является культура и образование. Я занимаюсь исследованиями экономики, и я считаю, что именно образование и культура могут поспособствовать дальнейшему экономическому развитию Республики Абхазия и обретению экономической независимости. Послами доброй воли также стали Илона Ардзенбах, врач-кардиолог, актеры театра и кино Егор Бероев и его супруга Ксения Алферова, актриса театра и кино Марина Александрова, дизайнер Расида Лакоба, капитан команды КВН «Нарты» из Абхазии Тимур Таня и многие другие. Руководитель фонда «Горная Абхазия», как посол доброй воли, заверил в том, что будет делать все возможное для развития проектов, связанных с сохранением природы и экологии Абхазии. Как вы знаете, последние 6 лет я занимаюсь проектами, связанными с Горной Абхазией, с экологией и сохранением природы Абхазии. Собственно говоря, вот именно эту ответственность я постараюсь на себя взять. Мы планируем курировать проекты, цель которых поднимать вопросы, связанные с экологией и сохранением природы Абхазии. Сейчас это очень актуальная тема, очень много вызовов сейчас для экологии Абхазии. Послы будут стараться подталкивать людей, у которых есть такие возможности к благотворительности. Такие проекты, безусловно, нужны Абхазии. На Алакове, Абхазское телевидение. Состоялся финал Кубка А-Мобайл по мини-футболу. Турнир проходил в течение 2 недель. В нем участвовали 32 команды. В финале за Кубок А-Мобайл встретились 4 самые сильные команды. В течение 2 недель на стадионах Совмин и Черное море было по-настоящему жарко. Каждый вечер здесь собиралось большое количество болельщиков, чтобы понаблюдать за игрой любительских команд. В финале турнира Кубка А-Мобайл по мини-футболу команды «Дружба» и Ассоциация предпринимателей боролись за 3-е место.
По завершению первой 20-минутки счет 2-2. Во втором тайме Ассоциация предпринимателей вышла вперед, а к концу игры в ворота команды «Дружба» залетел еще один мяч. Таким образом, матч завершился со счетом 4-2 в пользу команды Ассоциации предпринимателей. Соперники, им надо отдать должное, они сегодня постарались сыграть в свой футбол, они повели в счете, видно, их это расслабило, мы воспользовались моментом, и нам повезло, что залетел первый рикошет в автогол. Если бы не этот гол, может быть, мы сегодня не выиграли, и, естественно, удача была на нашей стороне. Команды Аяйра и Скенш встретились в финале турнира. Было заметно, что обе команды были хорошо подготовлены, и никто не хотел уступать, поэтому игра получилась интересной. Очень интересная игра, обе команды выкладываются и показывают мастеровой футбол. Но из-за того, что я наблюдаю в этом турнире, это по зрелищности самая лучшая игра сегодня. Удача оказалась на стороне Аяйры. Со счетом 3-1 команда заняла первое место и стала обладателем 4-го кубка А-Мобайл по мини-футболу среди непрофессионалов. У нас довольно хорошая команда, мы давно играем, поэтому цель была только первое место, мы ее смогли достичь. Очень рады этому. Кубок А-Мобайла по мини-футболу проходит уже 4-й год подряд, и с каждым разом количество команд, желающих принять в нем участие, увеличивается. Популярность турнира растет. Мы со своей стороны каждый год стараемся улучшить организацию. Для этого мы приглашаем квалифицированных судей. Мы стараемся сделать это не просто футбольной игрой, но еще и большим праздником. По итогам турнира на первом месте команда Аяйра, на втором – Скенш. Ассоциация предпринимателей заняла 3-е место. Лучшие игроки турнира были награждены почетными грамотами. Алик Атрапш, Михаил Братухин, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Наша юная соотечественница, теннисистка Минаншба, обыграла со счетом 2-1 Марту Костюк, сеянную под 4-м номером, и вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. Еще одной победы мы ждем от нашей сборной по футболу, которая принимает участие в чемпионате Европы по версии КОНИФА, который стартовал накануне в Северном Кипре. Сразу после новостей смотрите на нашем канале прямую трансляцию встречи сборных Абхазии и Южной Осетии. Ну а сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем 30-32 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.